Здравствуйте! Вас приветствует Национальная библиотека Республики Коми. Ежегодно мы проводим, как и многие другие библиотеки, акцию, которая посвящена Дням Арктики. И каждый год мы стараемся пригласить очень интересных людей, путешественников, которые так или иначе связаны с Арктикой. Сегодня у нас в гостях Светлана Самара и Ирина Кузнецова, члены женской полярной научно-исследовательской лыжной команды, созданной в 1966 году Валентиной Кузнецовой. Сейчас это международная общественная организация, Международный полярный экспедиционно-спортивный центр «Метелица». Здравствуйте, друзья! Здравствуйте. Команда просуществовала, так скажем, и продолжает еще существовать, но вот в полярной именно своей версии с начала 70-х годов. Был такой дополярный период сверхдальних лыжных пробегов. Пробеги отличаются от экспедиций тем, что они не автономны. Значит, идет поддержка какая-то, там автобус, в котором можно иметь с собой все необходимое и запасное, но и не тянуть за собой там нарты тяжелые с грузом, там 50, 60, 70 килограмм. И, соответственно, темп движения у вас не 3 км в час там, или 2,5, или в зависимости от сложности маршрута, когда там идешь по дрейфующим льдам, к примеру, 3 часа, там, 300 метров, понимаете? Потому что ты просто лезешь по снежным ледяным буеракам, торосам, высота торошения может быть там выше человеческого роста. И надо это все преодолевать с этими санями. Скорость пробеги доходила там до 10 и выше километров в час, гоночная скорость. И с этой скоростью девочки шли по 8, порой 10 часов. И это было каждый день. И каждый день, вот первый был маршрут Москва-Смоленск, 725 километров, 66 год. Они показали, что они способны это сделать. А по следам бауманской команды, бауманцев-спортсменов, которые сделали аналогичный пробег. Это были Просто мужчины. были мужчины, это был как бы вызов, который девушки приняли, когда им его бросили. Вот. Пришлось, захотелось доказать, что и женщины тоже могут и не слабы. А потом в 1968 году был пробег Москва-Ленинград. Соответственно, он был за, по-моему, 8 дней. 7,5 суток. Вот, да, 7,5 суток. И тоже, вы понимаете, что это там было по 100 километров и выше. В день. Да. И это было крайне, физически сложно. Но опять же появилась вера в себя, и стало понятно, что способны на большее. И тут вот родилась такая возможность, как бы и мечта, сходить в сверхдальний лыжный переход. Это была Финляндия. Москва, Ленинград, Турку-Тампере-Торнио, 2600 километров за 33 ходовых дня. С очень редкими выходными. 70 километров в день – это минимум, 100 километров, 110 километров – это максимальный был день. Это какой год? Это 1969 год. Вот. После этого перехода, точнее сверхдальнего лыжного пробега, Метелицу узнали на международной арене, очень высоко оценили, признали. Скандинавские страны просто были потрясены тем, что такая интенсивность нагрузок. Они же, хорошие лыжники, они себе представляют, что это такое. Они понимали. И очень широко во всех новостях, в прессе, на телевидении постоянно шли программы. И народ выходил встречать, сопровождали ночью на тракторах, крестьяне выезжали, чтобы протропить лыжню. Если девушки шли поздно, уже в темноте, темнеет же рано. И вот светили и ехали медленно там, как для мотосаней, там, допустим, десятки километров, чтобы только вот сделать вот эту дорогу для девчонок полегче, помягче и, поддержать их морально. После этого пробега стало понятно, что
команда не готова распасться. Она была готова продолжать что-то необыкновенное. И решили вместе создать себе мечту. Стали мечтать.